Здравствуйте! Сегодня поговорим о рассрочке 48 месяцев от компании «Казахстрой», которая стартовала совсем недавно. И по этому поводу мы пригласили руководителя отдела продаж Рустама Саитова. Здравствуйте, Рустам. Здравствуйте, Кристина. Добрый день, подписчики. Сегодня мы собрались по поводу нашей новой программы «Рассрочка на 48 месяцев» по многочисленным просьбам наших клиентов. Расскажите, пожалуйста, более подробно об условиях рассрочки. Рассрочка на 48 месяцев – это уникальный проект от компании «Казахстрой». На данный момент такого приложения на рынке недвижимости нет. Особенности данной рассрочки заключаются в том, что не требуется подтверждение доходов. Первоначальный взнос составляет всего 10%, и остаток суммы за квартиру делится равными долями на 48 месяцев. Рустам, а вот скажи, пожалуйста, кому будет интересна и удобна данная рассрочка? Кристина, да, эта идея появилась, в принципе, давно, так как люди часто запрашивали данную рассрочку. Я часто езжу на такси, в принципе, водитель такси у меня спрашивает, а есть программы такие, вот у меня есть закредитованность, точнее, то есть я в черном списке и так далее, да, в банке. Есть люди, которые домохозяйки, но есть какой-то доход дополнительный, да, там, о сдаче в аренду и так далее, квартир. Есть люди, которые не пользуются услугами банков второго уровня. То есть категорий людей, граждан наших очень много, те, которые работают на рынке, не пополняют пенсионные счета, накопления, и им очень выгодно, в принципе, данная рассрочка. Знаешь, к нам поступают комментарии о том, что ежемесячный платеж может быть непосильным для людей. Как ты можешь прокомментировать это? Да, хороший комментарий от наших постоянных клиентов. Кристина, сейчас приведу пример. Примерно стоимость квартиры около 15 миллионов тенге, это однокомнатная квартира в нашем жилом комплексе, где первоначальный взнос 10% это 1,5 миллиона тенге, а ежемесячный платеж, соответственно, составляет до 300 тысяч тенге. Да. А если это двухкомнатная квартира, то примерно стоимость 25 миллионов тенге с ежемесячным платежом около 400 тысяч тенге ежемесячно. Я думаю, на сегодняшний день это посильно многим нашим гражданам. И время летит очень быстро, поэтому за 4 года можно стать владельцем на квартиры. Рустам, наиболее часто задаваемый вопрос по форме оплаты. Могу ли я, например, досрочно погашать платежи или оплачивать раз в 3 месяца, раз в полгода? Да, вы можете заранее проплатить на 4 месяца, это 1 200 000 тенге, например, да, и отдыхать 4 месяца. Но нельзя делать так, то есть у вас ежемесячный платеж по 300 тысяч тенге, вы 3 месяца пропускаете и на 4-й месяц оплачиваете 1 200 000. Так нельзя, за это у нас предусмотрен штраф, то есть пеня. Нужно все-таки платить равными долями ежемесячные платежи, да, или заранее. А срочка платежа не предусмотрена. Рустам, а возможно ли переуступка прав или, например, передача по наследству данной квартиры? Действительно, в практике у нас часто бывает такое, что человек не хочет на себя оформлять по каким-то причинам или хочет переуступить права по своей квартире. Также и здесь, да, по программе рассрочки у нас клиент через какой-то период времени по условиям договора может переуступить права другому клиенту или своему родственнику. И все условия договора по данной переуступке переходят на нового владельца. Бывают моменты, что покупатель, не дожидаясь, по каким-то причинам, в права вступает наследник, да, то есть новый владелец. И также здесь действует переуступка по праву о наследстве, и все права переходят на нового наследника. Наследник обязуется соблюдать все условия и оплачивать также ежемесячные платежи равными долями, как указано в договоре. Вот, допустим, у клиента появились дополнительные финансовые возможности. Возможно ли в процессе рассрочки изменить этаж, планировку или, например, приобрести большую квадратуру? Да,
есть в практике также, да, часто люди у нас, кто-то уменьшает площадь, кто-то увеличит площадь. Договором предусмотрено, мы можем подобрать квартиру, сделать перерасчет и по новым условиям, то есть рассчитать по выбранной площади квартиру. Мгм. То есть нужно будет обратиться в компанию, в отдел продаж, где все доступно, рассчитает по прайсу. Еще один вопрос, который волнует наших клиентов. Возможно ли получение налогового вычета при приобретении квартиры в рассрочку? Ну, так как мы компания, налоговое вычитание предусмотрено только у банка второго уровня, то есть когда человек покупает в ипотеку, данная рассрочка не является ипотекой, данная рассрочка от застройщика, и то есть налогового вычета не предусмотрено. И в завершении нашей беседы, Рустам, почему компания предлагает такие лояльные условия? Как практика показывает, недвижимость в мире, в Казахстане это хороший актив. То есть на моей практике с моего детства недвижимость только росла в цене. Поэтому мы работали над тем, по частным запросам, над тем, чтобы недвижимость была доступна каждому покупателю в Казахстане. И открыли данный продукт для тех клиентов, которые не пользуются услугами банка, то есть, которые покупают ипотеку, а могут легко приобрести в рассрочку на 48 месяцев. Это хороший актив, действительно. Время летит незаметно, как я ранее говорил в начале нашей беседы сегодняшней. То есть данную квартиру можно использовать как инвестиции в будущее, ставить данную квартиру своим детям. Если у вас даже есть ипотека, вы можете как дополнительное жилье себе приобрести для сдачи в аренду и так далее. Да? То есть это на ваше усмотрение. Каждый человек сам планирует свои финансовые возможности. И мы тем самым хотим помочь поставить цель, которая действительно будет хорошим активом, да, в этой жизни, в вашей жизни. Поэтому мы работаем 7 дней в неделю. Компания «Казстрой», да, приходите в отдел продаж, Жумалиева 157. Рады вас видеть. Благодарю, Рустам, за содержательную беседу. Надеемся, что рассрочка 48 месяцев поможет вам приблизиться к своей мечте, и вы станете счастливым обладателем собственной квартиры. До скорых встреч!